Уважаемые главы государств, уважаемые участники заседания, сердечно приветствую вас в нашей столице, городе Бишкек. Желаю всем участникам саммита приятного и запоминающегося пребывания. Уверен, с учетом проведенной масштабной и платформной подготовительной работы, наша сегодняшняя встреча пройдет весьма успешно. Пользуясь случаем, поздравляю казахстанскую сторону с успешным проведением президентских выборов. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, ваша победа на выборах стала свидетельством большого доверия казахского народа выбранному вами политическому и социально-экономическому курсу. Желаю вам доброго здоровья и дальнейших успехов в вашей государственной деятельности. Образцов народа Казахстана, мира и процветания. Уважаемые коллеги, на только что состоявшейся встрече глав государств, членов ШОС, в узком кругу мы утвердили повестки дня саммита и перечень подписываемых документов. Мы обменялись мнениями по актуальным вопросам деятельности организации и международной повестки дня. Подвели итоги проведенной работы по практической реализации договоренностей, достигнутых на саммитах ШОС в городе Циндао в 2018 году. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить генерального секретаря Владимира Имамовича Норова и всех, кто напряженно в течение года работал по подготовке принимаемых сегодня документов. Слово предоставляется президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Уважаемый президент Кыргызстана, уважаемые коллеги, дамы и господа, хотел бы выразить признательность президенту Кыргызской республики Сооронбаю Шариповичу Жээнбекову за теплый прием и прекрасную подготовку саммита. Уверен, принимаемые сегодня решения и подписываемые документы будут способствовать углублению сотрудничества между нашими странами. Шанхайская организация сотрудничества, по моему убеждению, является одним из самых эффективных, авторитетных международных объединений. Будучи молодой организацией, она достигла заметных успехов в своем развитии и тем самым привлекла к себе внимание всего международного сообщества. Нам следует поддерживать и укреплять потенциал ШОС. Например, предстоит реализовать план действий на 2018-2022 годы в рамках стратегического для ШОС договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Во-вторых, следует расширять и налаживать полноформатные отношения с ключевыми многосторонними структурами Евразии. В этом плане отдельного внимания заслуживает инициатива первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о 3 диалогах по установлению партнерских отношений с крупными региональными объединениями и проектами Европы и Азии. Для меня очень приятно принять участие на заседании Совета глав государств ШОС. 2 года тому назад Индия стала полным членом ШОС, и мы внесли большой вклад во все мероприятия ШОС. Слово предоставляется председателю Китайской Народной Республики, уважаемому Си Цзиньпину. Уважаемый президент Жээнбеков, уважаемые коллеги, выражаю благодарность председательствующей киргизской стране за замечательную организацию и доброе гостеприимство. С июня прошлого года Киргизстан в рамках своего председательства проделал огромную работу для развития организации, что мы высоко ценим. После саммита в Циндао
Страны-участницы, руководствуясь Шанхайским духом, непрерывно укрепляют и углубляют многоплановое сотрудничество, способствует достижению новых прорывов шосского процесса. Президента Российской Федерации, уважаемому Владимиру Владимировичу Путину. Спасибо, уважаемый Салман Шарипович, коллеги. Безусловно, согласен с прозвучавшими только что здесь положительными оценками деятельности нашей организации, Шанхайской организации сотрудничества. ШОС действительно успешно развивается и укрепляет позиции в региональных делах, внося заметный вклад в обеспечение мира, безопасности и стабильности в Евразии. С учетом того, что по окончании сегодняшнего заседания Россия принимает функции председателя в ШОС, со стороны России хотел бы изложить наше видение перспективных направлений работы объединения в 2019-2020 годах. Исходим из того, что одним из главных приоритетов организации остается борьба с терроризмом и экстремизмом. Считаем важным наращивать сотрудничество в рамках региональной антитеррористической структуры ШОС, блокировать финансовую подпитку террористов за счет доходов от наркотрафика, делать все, чтобы не допустить попадания в их руки химического, биологического и иных видов оружия массового уничтожения. Россия также выступает за тесную совместную работу со странами-участницами организации в пресечении пропаганды идей терроризма и экстремизма в сети интернет и использования информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Укрепить взаимодействие в этой области призвана утверждаемая нами сегодня концепция сотрудничества в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий. Безусловно, много работы в период российского председательства предстоит по разрешению кризисных ситуаций и мирному урегулированию конфликтов вблизи внешних границ наших государств.